наступили другие времена. Современная деревня учится жить в новой экономической формации. После перенесенного потрясения, разрухи и обнищания, распада колхозов и совхозов мало кто верил, что люди на селе вновь смогут самостоятельно подняться на ноги. Но явно поспешил тот, кто пытался схоронить глубинку. Она вновь оживает благодаря деревенской хватке, крепкому иммунитету и генетической памяти. Один из примеров такого вот перерождения – деревня Купка Кукмарского района. Благоустроенные крепкие дома, 2 центральные улицы протяженностью 3 километра. Статистика последних лет поражает своими цифрами. Население деревни почти 500 человек. Треть из этого числа – дети до 18 лет. В селе Купка за последние годы демография рванула вперед. Только в этом году в 1 класс пойдут 26 человек. Еще столько же детей подрастает в детском саду. Все показатели благополучия, казалось бы, в норме. Но кому на Руси жить хорошо? Мәгариф бүлегеннән бер кеше килеп аңлатма. Нәрсә өчен юл булды бу? Кашан ачылачак бу? Бар шундый районнар, 1 бала, 3 бала йөри, 4 бала йөри, алар мәктәпне тота. Только балалар булсын. Ә бездә балалар бар, бөтен нәрсә бар, бөтен уңайлык бар. Словно снег на голову средь нынешнего знойного лета. Малокомплектная деревенская школа, которая воспитала не одно поколение местных жителей, 1 сентября, увы, не откроет свои двери. Вердикт чиновников оказался неумолим. В здании школы крыша протекает, окна и двери в ветхом состоянии, туалет находится на улице. Деятельность школы приостановлена до создания условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, а также антитеррористической защищенности. Такая вот старая сказка о главном. О том, что эта школа нуждается в капитальном ремонте, в районе знали еще с 2008 года. Был выбран земельный участок и разработан проект здания. Но идея, до воплощения которой оставалось совсем немного вложений, финансовых и административных ресурсов, так и зависла в воздухе на долгие 13 лет. В 2019 году уже новое районное руководство вновь обещало сдвинуть это дело с мертвой точки. Увесистый замок оказался единственным и самым действенным решением конфликта. Tüzüğünü bağlıkka getirmezse de yolunu sırası iştirip koydular indi. Sana neydi yaklaşını, senin şunday halk sana şunday yaklaşını bilendi. Bunda ne nesek gerekti, bunda bitti çok haklı zor problemi tudurası tügün. Kukmara rayonunda 15 mektep yol bolgan deyip biz internetten de okuduk, gazete jurnallardan bu bitinde rayon için pazar bulaydı bu, dürüstünü etkende. С 1 сентября детей, вчерашних детсадовцев, многим из которых едва еще исполнилось 7 лет, раскидают по чужим деревням. И как тут не понять волнение и негодование родителей, которые, по сути, стали жертвой обстоятельства? Yani indi biz kart kişilerin abiler dibete biz indi yaşlarga kerak bit. Mektep bitse bitmese bite indi. Nolar avtobus bilan yurtamiz dibeyteler. Mina hozirgi vaqtda da bugungi kunda yurgan avtobus Yumya avulların olup barar üçün bizdekilerini oltuda alıp gite. Onları yumyaların ola. Yürek sakırıydı. Mında bir yaşlar köp, bağlar köp, yaşlar köp. Onları mine şuşunda ortka yonadan 20 hocalıklı yaşlar uramı tüzülü. Ana uca 25 sayavlini var yerge. Şundi köp mında yaşlar kolur atlıyoruşlar. Şunda yüzde avulda mektepne beteru bilmeyim indi min. Bütün şefaciğe de betip başka süste almayım. Только в одном Кукмарском районе в это лето приостановили свою деятельность 15 учебных заведений. Это ровно половина всех школ в районе. Такая массовая зачистка в системе народного образования не наблюдалась даже в военные и послевоенные годы. По всей России после трагедии в 175-й гимназии в Казани прошли проверки школ. Сопротивление деревенских школ изначально было обречено на провал. Они, в отличие от городских, по весьма объективным причинам не смогли пройти этот тест-драйв. В следующем учебном году в Татарстане закрываются 4 полноценные школы и 26 филиалов. Самая уязвимая и самая важная часть системы образования. Это начальные малокомплектные учебные заведения. Только там, в России, можно увидеть самый настоящий индивидуальный подход к обучению. Только там есть возможность для полноценного раскрытия потенциала каждого ребенка. Только там, в эпоху глобализации и унификации культур, сохраняется язык народа. Никалар бүтүнүсү уч түбүндө шекилленди. Биздин уч түбүндө шекилли. Биз аларны ар бирси менен айрым индивидуал иштейбиз инде. Тарбия күчлүү, бирден матур түгүл шу, бирден матур көрүнүш түгүл.
Район боюнча бик кызганыч күрүнүш ая. Бик көп ябалар мәктәпләрне безнең районда. Безнең мәктәп кенә туу бит әле. Әллә елын гына көтүп торганнар тагы. Татар теле. Күпмәләтләр, русча укучылар, русча укып бакчыларында хәзер иконага мен күпмәләдә укыйлар. Русча мин татарча әндәкәм, русча әндәкәләр алар хәзер. Менә мин фыңа йөрәгем әрни. Татар балалары русча татарча әйбәт белмиләр. Өйрәтергә тырышам, каникулдаймы? Тап булмый, өйрәтеп булмый. Шуны өйрәтеп алам. Татар авылыннан инде шайтып күпмалага йөртеп, без аларны урыска әйләндерәсе килми. Татарча булсын. Татар теле дигәч, татар телен бетермәскә. Менә без шуңа каршы инде. Жители до сих пор верят, что точка невозврата пока еще не пройдена. Ведь согласно 22 статье закона об образовании Российской Федерации, ликвидировать малокомплектную школу можно только в том случае, если проведен сход граждан и получено согласие большинства. А их мнение пока еще никто не спрашивал. Ведь согласно официальной информации, эти школы не были закрыты. Просто прекращена их деятельность на неопределенное время. А тут важна формулировка. И этот процесс можно затянуть на долгие годы. Но у районных властей амбициозные планы и глобальные проекты. Местному населению уже во всех красках расписали стратегию развития Кукмарского района. Взамен старому обветшалому зданию районные власти вновь обещают построить школу мечты. К примеру, в деревне Камышлы готовят проект нового образовательного центра для участия в государственной программе комплексного развития сельских территорий. Проект оценивается в 50 миллионов рублей. 90% из этой суммы будет выделено из федерального и республиканского бюджетов. А вот 10% – это одно из главных условий программы, это уже вложение местных инвесторов. Показатель заинтересованности бизнеса в развитии этой территории. А это ни много и ни мало, а 5 миллионов рублей. 5 миллион акча керек, Сул? Ну, керек. Yani bir şey yok bidin yani. Şol, no, şortları şunday programından. Менә теге фермерлар булса инде, алардан акча кирсә, алар ярдәм итсә, салырга мөмкин. Ул хөкүмәт безгә нәрсәгә соң менә салмагач дип әйтәм инде. Şu xatla 60 milyonluk, 70 milyonluk məktəb kerak deyil bizdən. 26-27 bala kide, nu tüzütüb koy, anda 50 balalık etib indi. Понимаете, во-первых, эта цифра очень надута. Они очень надуты. Наши строители это делать и проектировщики это делать могут. Не надо там столько денег. Надо привести порядок. И для этого не такие уже большие деньги нужны. И недавно состоялась прямая связь нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он же тоже подчеркнул, надо сохранить наши традиции, надо сохранить сельский образ жизни. Им обещают лучшую жизнь, а они в нее не верят. То ли учителя неубедительны, то ли урок был усвоен слишком хорошо. В прошлом веке, в том, когда были рождены они сами, им, казалось бы, повезло. Они остались среди живых, когда с карты Татарстана исчезли 1200 деревень. В каждой из них была своя школа, которую первой отправили на плаху. Алар бит менә беренче укытучыны әни дип әйтәләр. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.